Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о беркуте. Беркут – это довольно крупный орел семейства ястребиных. У самок размах крыльев может достигать почти 2,5 метра. Вес превышает 6,5 килограмм. Самцы значительно меньше. Ареал обитания довольно широкий. Это Евразия, Северная Америка, Африка. Беркут предпочитает селиться в тех местах, где закрытые ландшафты, это, как правило, обширные лесные массивы смешанного типа, сочетаются с открытыми пространствами. В степи беркут практически никогда не гнездится. Для гнезда беркуты выбирают высокое дерево и строят их из толстых сучьев. И каждую весну пара беркутов достраивает новый этаж своего гнезда. Пара у беркутов постоянная, сохраняются на всю жизнь. И гнездо год от года растет как в ширину, так и в высоту, постепенно превращаясь практически в 3-метровую площадку, где спокойно может разместиться несколько человек, и высотой 2 метра. Весной в апреле самка откладывает 1 или 2 яйца и насиживает их в течение 40-45 дней. Родители кормят своего птенца в течение всего лета, и за это время ему требуется около 40 килограммов мяса. Выкармливают они лишь одного птенца, поскольку второй, если появляется в гнезде, то быстро погибает, поскольку старший птенец всячески терроризирует младшего, клюет его, не дает пищу, и птенец ослабевает и погибает. После вылета из гнезда родители учат беркута выслеживать и добывать себе пищу. И к осени беркут уже практически самостоятельная птица. Отличается он от взрослых особей только чуть более темным оперением и очень светлым хвостом. Беркуты могут подолгу зависать в воздухе, паря, высматривая свою добычу. Охотничьи территории у них довольно большие, нередко они вступают в конфликт с другими хищными птицами. Охотятся они всегда в поймах. Лес служит лишь местом гнездования. Они обладают прекрасным цветным зрением. Оно у них бинокулярное, что является редкостью для животного мира. Беркут не разборчив в еде, его рацион входят практически все наземные виды позвоночных, включая те, которые превышают его по размеру. Нередко беркут и поедает падаль, особенно в зимнее время. Если взрослые птицы в основном охотятся на млекопитающих птиц, то молодые, как правило, нападают на лягушек, ящериц, насекомых. В послегнездовой период птицы мигрируют в самых различных направлениях. Несмотря на то, что ареал беркута довольно большой, в настоящее время это очень редкий вид. Практически везде он занесен во все региональные красные книги, в Красную книгу России, в Международную книгу МСОП. И даже у нас на территории Мордовии он в настоящее время не гнездится, а появляется только во время своих кочевок. Практически до первой четверти XX века беркут был довольно обычным видом. Факторов, по которым птица стала редкой, несколько. Это и вырубка спелых лесов, и объединенная кормовая база, фактор беспокойства, браконьерство, применение пестицидов и другие факторы. И на территории современной Мордовии он встречался практически повсюду. Данный экземпляр беркута является одним из самых старых чучел нашего музея. Беркут был найден в окрестностях Саранска в июне 1940 года. В документах указано, что беркут не мог летать, только ползал, он, по-видимому, был болен. Изготовил чучело и принес его в музей бутафор Валерьян Иванович Соловкин. И таким образом данный экспонат находится у нас в музее уже более 80 лет. И каждый посетитель может его увидеть в постоянной экспозиции музея в витрине «Лесостепь».